Рахим. Дорогие братья и сестры, ассаламу алейкум. Если вы помните, мы в прошлой передаче из-за нехватки времени не докончили тему о грехе употребления спиртных напитков и обещали продолжить эту тему на следующей передаче, то есть сегодня. Итак, есть очень много хадисов нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, о том, какой большой грех будет тому, кто будет употреблять эти алкогольные напитки. Вот некоторые из них. لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه رواه أبو داود وفي رواية وآكل ثمنها. Аллах дал проклятие алкогольным напиткам, и пьющему его, и напоившему другого, и продающему его, и покупающему его, и выжимателю, и выжимающему его, и носящему, и носимому его, и кушающему от его прибыли. Как видите, всем без исключения, кто будет связан каким-то образом с алкогольными напитками, постигнет проклятие Аллаха. А теперь посмотрите, что творится у нас в Дагестане. Все улицы, не говоря о магазинах, заполнены спиртными напитками. Торгуют ими всюду. Основной доход получают от их продажи и очень довольны. Таким людям в Коране сказано: «Уляика аллазина аштарау аль-хаята ад-дунья бил-ахира». Эти те люди, которые купили дунья, отдав за нее ахрат. То есть продали свой загробный жизнь и отвернулись от нее ради наживы в этой жизни. «Фаля юхаффафу анхумул азабу валахум юнсарун». И не будет смягчен муки ада от них, и не будет им помощи никакой, сказано в Коране. Вы радуетесь от выручки продажи спиртного и с настроением считаете ее. Но вам и в голову не приходит считать, сколько проклятия Аллаха вы получили за это. Одно проклятие за то, что вы купили его для продажи. Второе проклятие за то, что вы продали его. Третье проклятие за то, что вы напоили другого. Четвертое проклятие за то, что вы кушаете от прибыли его продажи. Или возьмем наши свадьбы. Они не проводятся без выпивания спиртных напитков. И очень большой грех на свою шею берет хозяин свадьбы. Сколько грехов нагрешат приглашенные, столько причисляется и хозяину, потому что он собрал их, и он стал причиной и распивки, и брани, и драки, и даже в некоторых случаях убийства. В хадисе сказано: «Ман а'ана аля ма'асиятин валау бишатри калима, кана шарикан лаху фиха». Кто поможет грешному делу даже полсловом, тот соучастник в содеянном грехе. Про грехи выпивки приведу еще один хадис. Хадис – это изречение пророка, саллаллаху алейхи вассалям. «Инна аля Аллахи ахдан лиман яшрибул мускир ан яскияху мин тинатил хабаль». Аллах дал слово заставить пить пот обитателей ада того, кто пьет алкогольные напитки. Думаю, будет уместным, если после разговора об отношении ислама к употреблению спиртных напитков коротко остановимся об отношении ислама к курению. Курение не было известно при жизни пророка, саллаллаху алейхи вассалям, поэтому о нем ничего не сказано в хадисах, то есть в изречениях пророка. Но считать курение грехом и запрещенным в исламе мы можем из следующих доводов. В исламе запрещено, а все запрещенное – это грех. Запрещено навредить на свое здоровье.
Запрещено израсходовать деньги на бесполезное дело. А всего этого в курении есть, и никто в этом не сомневается. Так что глубоко ошибаются те, которые считают курение делом негрешным, ссылаясь на отсутствие хадиса про нем. Конечно, я понимаю, мой призыв не пить, не курить, ничего не даст, если у каждого не появится изнутри призыв к этому. И это призыв изнутри мы называем богобоязненностью. Сделай Аллах нас ими. Аминь. Перейдем к аяту 112. Бисмиллахир-рахманир-рахим. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. Перевод. Сказал Аллах, это день, когда поможет правдивым их правдивость. Им сады, где внизу текут реки, вечно пребывающими они будут там. Аллах доволен ими, и они довольны Аллахом. Это великая прибыль. Толкование и комментарии. Аллах указывает на то, что люди, говорившие правду в этом мире, их правда поможет им в день воскрешения. И люди правды, они будут в раю навечно, и Аллах будет доволен ими, потому что они всегда говорили правду. Какая бы она ни была горькой, и какими бы страданиями они не страдали из-за правды. И они останутся довольны от Аллаха, потому что Аллах щедро вознаградит их за их правду и стойкость, дав им дженнет и остерегав их от ада. Как видите, дорогие братья и сестры, правда найдет вас и поможет вам в самый трудный день, день воскрешения и суда, если, конечно, и вы найдете ее и подружитесь с ней, когда будете жить на этой грешной земле. Наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, правде дал такую характеристику. Инна сидка яхди иляль бир, валь бирру яхди иляль джанна. Поистине правда ведет к благочестию, и благочестие ведет к джаннату. И дал ложу обратную характеристику. Ваинналь кадиба яхди иляль фуджур, валь фуджур яхди иляль нар. Поистине ложь ведет к грешному, и грешное ведет к аду. Мусульманин однажды у пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, спросили, может ли мусульманин быть трусом? Он ответил, да, может. Затем у него спросили, может ли мусульманин быть жадным? Он ответил, да, может. Тогда его спросили, может ли мусульманин быть лгуном? Он ответил, нет, не может. Еще приведу о правде такой рассказ. Шейх Абдул-Кадир Килани, каддасаллаху сирра, когда был юношем, отправился вместе с караванами купцов в город Багдад для учебы. Мать дала ему 40 золотых монет. Когда она сопровождала сына у порога своего дома, она сказала ему, «Сын мой, никогда и ни в каких ситуациях не говори ложь, а говори только правду». Сын дал слово матери не говорить ложь. В пути на караван напали разбойники и отобрали у купцов все, что они имели. Один из разбойников, подойдя к Абдул-Кадир Килани, спросил у него, «При тебе есть что-нибудь ценное?» Он ответил, «Да, у меня есть 40 золотых монет». Разбойник не поверил его словам и как бы не всерьез сказал, «Покажи». И он показал ему.
Удивленный разбойник повел его к своему главарю и сказал, как он не соврал ему и признался о таких больших деньгах. Главарь разбойников спросил его, почему ты не соврал и вытащил деньги из спрятанного места? Ведь у тебя ее не нашли бы. Абдул-Кадр Килани ответил, я дал слово матери, что не буду лгать и буду говорить правду, поэтому и не соврал. Услышав этот ответ, разбойник сильно изменился в лице и начал вдумчиво говорить, этот мальчик не соврал, чтобы не нарушить веление матери, а я, взрослый, нарушил веление моего Создателя, разбойничая и не боясь этого греха. Сказав эти слова, он приказал вернуть все награбленное хозяином, и караван целым и невредимым тронулся в путь. Баракат правда Абдул-Кадира Килани настиг и разбойников, которые покаялись, и купцов, которые не потеряли своих товаров. «Я айюхалладзина аману аттакуллаха ва куну ма'ас-садикин». О верующие, бойтесь Аллаха и будьте вместе с правдивыми, говорится в Коране. Прошу Аллаха, чтобы Он дал нам силу придерживаться этих двух велений Аллаха, бояться Его и быть вместе с правдоговорящими. И закончу я свое выступление со словами «Ва ахиру да'вана анилхамдулиллахи раббил аламин». Хвала Аллаху, Господу миров.